Прогуливаясь вечером по городу, можно обнаружить интересную картину. Мы окружены огромным количеством источников освещения. И, как правило, самые яркие из них – это вывески рекламных сообщений. И получается, что идеалы современного человека написаны неоновым светом. Но человек всегда ассоциировал свои идеалы с источниками освещения – солнцем, луной, огнем. Вот только что это были за идеалы? Для ответа на этот вопрос мы отправляемся в Национальный художественный музей в поисках света. Если в современном мире, как мы уже сказали, яркий неоновый свет рекламных вывесок ассоциируется у нас с материальным достатком, то в древности дело обстояло иначе. Свет ассоциировался с богатством, но только с богатством духовным, и источником этого богатства являлся Бог. Если мы посмотрим на икону 17 столетия, икону Спаса Вседержителя, то мы увидим много света, которое присутствует на этой иконе. Иконописцы ставили своей главной задачей показать не объем, не световую моделировку лица, а показать свечение, исходящее из образа, который видит верующий. Что же это за свет такой? Это, как говорили богословы, нетварный, фаворский, трансцендентальный свет, который во тьме светит, как сказал Иоанн Богослов, что Бог и есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Так вот, если мы посмотрим на лик Иисуса Христа, то мы увидим маленькие белые линии, исходящие из глаз Его. Эти линии называются движки, или пробела их иконописцы называют. Это не что иное, как исходящий свет из глаз Спасителя. Это отнюдь не рефлексы солнечного света или какого-то внешнего освещения. Какое может быть внешнее освещение, говорит иконописец, когда Господь Бог является сам источником этого нетварного света? Обратите внимание, в Его одеянии также есть эти белые лучи. Часто эти лучи золотили, специально золотили для того, чтобы подчеркнуть, что это божественный свет. И эти лучи называются асистом. Они исходят в окружающий мир. Они освещают того, кто подошел к иконе. Еще на иконе свет передается при помощи нимба. Нимбус – это латинское слово, обозначающее облако. И это не какое-то небесное облако с дождем. Это облако света, исходящее из сердца святого. Обратите внимание, всегда нимбы в восточно-христианской традиции пишутся вокруг головы. Это значит, что источник этого света, исходящего, находится где-то внутри. Это преображенное сердце, как говорили богословы, мистики. Именно тот человек, кто достиг обожения. Обожение – это значит, когда природа человека воспринимает природу Бога и действует с Ним сообща. Так вот, именно этот человек становится святым, и из него проистекает нетварное свечение. И нимб является этим символом света. Но в истории изобразительного искусства мы знаем небольшой казус, который произошел с образом великого пророка Моисея. Если мы посмотрим на скульптурное изображение, сотворенное великим Микеланджело, или на икону 18 столетия «Покров Пресвятой Богородицы», белорусскую икону, где также изображается этот пророк, то мы увидим, что его изображают с рогами. Моисей рогат. Дело в том, что эти рога также символизируют собой свет. Произошла однажды ошибка, когда переводчик переводил оригинальный текст Библии на латынь, он допустил ошибку при переводе слов «сияние», «свечение». В библейском тексте, в первоисточнике сказано, что когда Моисей спускался с горы, когда получил от Бога
заповеди. В руках его были скрижали, а из головы и лица Моисея струился свет. Дело в том, что на древнееврейском языке слово «свет» и «рога» пишутся одинаково. И этот переводчик, который переводил библейский текст на латынь, допустил эту погрешность. И какое-то время в латинском тексте Библии стояла фраза, что Моисей, когда спустился с горы и получил заповеди завета, был рогатым. Но нимб Иисуса Христа отличается от всех нимбов, от всех свечений. Он так называемый крещатый нимб. В этом нимбе мы видим форму или подобие, намек на крест, вписанный внутрь этого нимба. Но ученые, которые занимаются иконографией Спасителя или занимаются историей бытования креста, это называется ставрология. Вот эти самые ставрологи нам говорят, что этот крещатый нимб – это не что иное изначально, как лучи света. Присмотритесь, и вы увидите, что к краю нимба они всегда, эти линии, образующие крест, расширяются. Это вот такой рудимент от древних изображений, где вокруг головы Христа писались натуральные солнечные лучи, расходящиеся во все стороны света. И в этом нимбе также написаны греческие буквы, в этих лучах света – омикрон, омега, ню. И если собрать эти три греческих буквы, то получится слово, читающееся как «гоон». «Гоон» с греческого переводится «сущий». И иконописец в этих лучах света показывает, что сущий, тот, кто существует, кто действительно пребывает всегда, тот, кто действительно самодостаточен, а это и есть Бог, распространяет свой свет вокруг и освещает всякую тьму. В европейском искусстве можно часто встретить сюжет, в котором повествуется о противостоянии света и темноты. В религиозной живописи эта тема обыгрывается в картинах под названием «Моление о чаше». Белорусский художник XIX столетия Ян Дамель пишет картину с одноименным названием, на которой изображает Иисуса Христа в момент Его молитвы, в момент Его важной молитвы накануне страстей, накануне распятия и накануне Его смерти. Эта молитва происходит в Гефсиманском саду, точнее, в темноте Гефсиманского сада. Он берет туда своих близких учеников, апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Почему именно этих трех апостолов? Все дело в том, что они уже видели Его свет, Его фаворский свет, когда пребывали с Ним на этой горе, когда с Ним разговаривали апостолы во время Его преображения. Они знают о Нем что-то большее, они видели это нетварное свечение, и они должны были Его как бы укрепить в этой Его молитве. Но на картине Ян Дамель оставляет большую часть полотна затемненной, и мы не видим на ней апостолов. Они уходят в тень, они исчезают. Дело в том, что в Евангелии сказано, когда Христос их попросил молиться вместе с ними, они уснули, они погрузились в темноту этой Гефсиманской ночи. А Христос, как сказано в том же Евангелии, молился до кровавого пота, чтобы чаша страстей миновала Его. И сказано, что ангел, светлый ангел спустился и утешал Его, укреплял Его в этой молитве. И на картине Ян Дамель оставляет край холста, который заполняется светом. Это символический божественный свет, который проистекает от образа ангела. Ангелос по-гречески – это значит посланник. И здесь мы видим, что это светлый, это божественный посланник, который держит в руках эту чашу.
Дело в том, что Христос сознательно шел на это страдание. Он знал, что ему суждено претерпеть. Он знал, что божеству, а Он есть Сын Бога, Сын Света, Ему предстоит умереть. И в этой картине мы уже видим будущее событие того, как Христос спустится в ад и выведет оттуда души праведников, души светлые, души святые. И этот нетварный свет победит всякую темноту, даже тьму ада. Один из современных искусствоведов однажды заметил, что тьма сама по себе не может быть прекрасной. Но как же ему возразили? 1/3 картин Рембрандта просто погружены во мрак. Преодоление тьмы, которое совершают герои Рембрандта, вот что есть прекрасное. По этому принципу построены и камерные, либо, как их еще называли в XVIII веке, интимные портреты, к которому мы относим портрет кисти Федора Степановича Рокотова, на котором он изобразил красавицу Анну Кутайсову. Федор Степанович Рокотов знает не понаслышке, что человеку не очень комфортно находиться в темноте. Посмотрите, какую темную виньетку он создает на заднем плане своей модели. Эта темная виньетка скрывает от нас интерьер, скрывает от нас быт этой героини. Федор Рокотов не хочет, чтобы мы туда смотрели. А мы туда и не будем смотреть, потому что мы знаем, что в темном помещении мы всегда ищем луч либо солнечного, либо искусственного освещения, на которое мы выходим. Дело в том, что так устроено наше восприятие. Нам некомфортно в темноте. За каждым темным углом у нас кроются наши страшные фантазии. И этот портрет заставляет нас не обращать внимания на темноту, а смотреть только на ее светом выхваченное лицо. Когда мы глядим на светлое лицо, мы на самом деле ее приближаем к себе. Это тоже эффект нашего восприятия. Все, что вырывается из темноты, зрителю хочется приблизить к самому себе. И посмотрите, модель стоит у самого края холста. Она как бы упирается в раму. Это значит, что художник подвел ее к нам очень близко. И источник освещения, которым охвачена модель, этим источником освещения является наш взгляд. Ничто иное, как только наш взгляд. Значит, свет на этой работе, он воспринимается как наша точка зрения. Мы ее выхватили из темноты, мы ее определили как главную героиню. И когда мы глядим на этот портрет, выхваченный этим светом, мы с ним начинаем взаимодействовать, мы начинаем в него всматриваться. Свет руководит нашим вниманием. И если вы присмотритесь, то самое яркое место – это, конечно, лицо на этом портрете. А на лице мы находим контрастные глаза. Мы также играем с контрастами света и тени, когда воспринимаем произведение искусства. Посмотрите, темные контрастные глаза очень выразительны, но в этих темных контрастных глазах стоят белые блики. Эта белая краска должна максимально сфокусировать наше внимание на глазах героини. А мы знаем с вами, что глаза являются зеркалом души, либо, как сказано в Священном Писании, это фонарь, который освещает нашу душу. То, на что мы смотрим, то и формирует наше внутреннее состояние. Но еще одна особенность, связывающая этот портрет с эпохой Ренессанса, особенность, как пишет взгляд и улыбку Федор Рокотов. Присмотритесь,
Сложно сказать, героиня сейчас будет улыбаться или, наоборот, примет серьезный, строгий вид. Вам ничего не напоминает? Конечно же, аллюзия к портрету Монны Лизы Леонардо да Винчи. Это загадочная полуулыбка, как еще сказано поэтом, заставляет нас расширить наше эмоциональное восприятие этого героя и углубиться в ее внутреннее душевное и духовное свечение. Но всегда ли было так, что солнечный свет являлся духовным ориентиром для человека? Отнюдь нет, заявляют романтики. Отныне нашим ориентиром будет свет Луны. Картина «Осенняя ночь в Петербурге» кисти Максима Воробьева наиболее ярко нам демонстрирует это заявление, это положение и манифест романтиков о лунном освещении. Почему же романтиков так пугает белый день и солнечный свет? Дело в том, что к этому периоду, к началу XIX столетия, было понятно, что произошел кризис величины человека. Это так называемый кризис просвещения. Человек, который должен быть венцом творения, показал, к чему он может привести этот мир. По итогам Великой Французской революции стало понятно, тот, кто проповедует за равенство, братство и единство, готов рубить головы на гильотинах Франции. Наполеоновские войны также показали, что человек может гибнуть массово, а там, где человек не погиб, его взяли в плен и навязали ему свои устои. А это не подходит никоим образом к величию человеческого естества. И именно белый день, говорят романтики, выкрывает эти все изъяны нашего бытия. Поэтому, погрузившись в темноту ночи, можно уйти в глубинные переживания своего внутреннего состояния, состояния истории, состояния внутренней победы. И там, в этой темноте, отыскать истинный выход, который приведет человека к его величию и к его достоинству. Мы можем с вами заметить на работе Максима Воробьева, что люди, которые прогуливаются по набережной Невы, остановились именно у сфинксов. Это настоящие сфинксы, которые были созданы в XIV веке до нашей эры в Египте египетскими мастерами. И созданы были эти сфинксы специально для заупокойного храма Аменхотепа III, который находился на западном берегу реки Нил. А теперь эти сфинксы находятся на берегу Невы. И обратите внимание, публика, которая прогуливается лунной ночью по Санкт-Петербургу, останавливается именно у их подножия. Она присела помечтать, подумать о прошлом, погрузиться в грезы прошлого и там найти выход своим проблемам. И, возможно, эти пары влюбленных вспоминают у подножия сфинксов поэзию Шекспира. «Мой друг, клянусь сиянием луны, посеребрившей кончики деревьев. О, не клянись луной в месяц раз меняющийся. Это путь к изменам», — говорит Ромео и Джульетта. Романтизм запечатлевает этот путь изменений, и они его ищут именно в ночи. Дело в том, что романтики выдвинули одного из своих главных героев поколения – дьявола. Как говорит Юрий Лотман, это становится отныне их путеводной звездой.
дьявол как будто указывает им, куда нужно стремиться, чтобы выйти из этого краха дневного освещения. О, ужас! Но романтики именно придумали то, что мы называем жанром ужаса. Именно для того, чтобы прочувствовать весь потенциал своих эмоций, они отправляются ночью к сфинксам. Не так ли мы поступаем, когда отправляемся в кинотеатр для того, чтобы посмотреть очередной триллер? Дело в том, что этот жанр, как я уже сказал, и был придуман этими самыми романтиками. В современных комиксах можно увидеть один элемент, символ, который говорит нам о том, что героя посетила светлая идея. Он достиг состояния, когда можно воскликнуть «Эврика». Этот элемент – зажженная лампочка над его головой. Русский художник, основатель передвижничества Григорий Мясоедов на своей работе «Чтение положения» 1861 года использует свет как метафору новой идеи и свободу будущих поколений. Что же происходит на картине и какие символы, кроме света, он использует в своей работе? На картине мы видим, как группа людей собрались вокруг ребенка, вокруг мальчика в красной рубахе. И этот самый мальчик сейчас читает им очень важный документ. Это документ Александра II, который говорит о том, что отныне крепостные становятся вольными. И вот этот мальчик, изображенный в центре полотна, обратите внимание, он изображается в красной рубахе, а красный цвет, как и свет, нас очень часто притягивает своим сиянием. И этот ребенок читает им положение. Это и есть первый символ будущего просвещения. Почему именно ребенок? Дело в том, что крестьяне навряд ли умели читать, навряд ли знали грамоту, а вот дети исторически могли это знать. Почему? Вспомнить даже Льва Толстого, который открывал школы для детишек из деревень. Барин мог брать на обучение к себе такого ребенка из крестьянской семьи и учить его грамоте. И этот мальчик читает это положение, которое очень внимательно слушают мужчины. Старики некоторые с недоумением относятся к услышанному. Дело в том, что они немного напуганы. Они напуганы тем, что же ждет их дальше после этого постановления, после отмены крепостного права. И здесь вступает в силу второй символ, который использует Григорий Мясоедов в своей работе. Это интерьер. Обратите внимание, они собрались не на улице, не на свежем воздухе, чтобы прочесть это положение. Они зашли в хлев, именно в то место, где хранится сено. Они зашли в пыльное помещение. Нас должно это насторожить. Дело в том, что образ хлева – это образ положения, социального положения крестьянства. Художник-передвижник нам на ассоциациях показывает, на примере этого самого пыльного хлеба показывает то положение, в котором находится крестьянство. Еще одним символом является наш главный герой – свет. Обратите внимание, этот свет проникает в этот пыльный, темный хлев через брешь, проделанную в крыше. И мы через эту брешь видим фрагмент чистого, спокойного неба. И в этом чистом небе мы видим полет птицы. Это тоже символ свободы. Как бы по весне отпускали птиц, был такой древний обычай, так и это положение отпускает людей на свободу. Оно лишает их оков. Григорий Мясоедов нам показывает, что свет может являться прямой аллегорией конкретного исторического документа. А свет вселяет надежду и вселяет радость, ведь свет – это символ свободы.
Любое произведение искусств фиксирует в себе опыт своего поколения. Изучая произведения старых мастеров, мы приобщаемся к их мудрости и разуму, и в этом смысле просвещаемся. Каждый, кто входит в храм искусства, в Национальный художественный музей, может смело воскликнуть «Fiat Lux», что значит «Да будет свет».